Ты офигели. Чувак. Чувак, это просто... Ты реально сейчас летишь в самолет? Понимаешь, я... Не будем материться, да. Чувак, я не знаю. Ну, смотри, сейчас походу самолет меня идет вообще на видишь? взлетно-посадочной полосе. В общем- Ну, сейчас он идет на взлет. Сейчас нахожусь в самолете, и мы сейчас разгоняемся. Бесплатно, слышишь? Вот мы сейчас разгоняемся, да? Вот она. Вот она. Мы сейчас разгоняемся. Набираем скорость. Набираем скорость. И, честно говоря, так жутковато. После Так, фуры. это так, ты знаешь, Скажем так. диковато немножко, да, выходит так. Страшно, да? Да, диковато. Даже страшно. После А фуры, мы уже там, высоту поездов, набрали, смотри. Мы уже Какой летим. нахуй мы еще даже не взлетели, еще даже не Ты поднялись. смотри в окно. Вот на земле еще, ё-моё. Да? Мы еще на земле. На земле? Да, мы еще на земле еще. Да не Да, может мы быть. еще на земле. Нет, не может быть. Вообще, ребят, реально просто, как мне после фуры, после наземного транспорта, жутковато. Даже очень. Я думаю, как бы не обделаться бы при взлете, честно. Просто давненько не летал на Смотри, самолетах. машины едут. Какой он будет к земле? Маленький, когда еще был, когда еще были 90-е, начало 90-х. Ну вот, передвигаемся по территории взлетной полосы аэропорта Минск-2. И пока еще не можем взлететь. Почему-то хрен его знает почему. Видимо, набираем высоту. Я вот пристегнулся ремнем. Вот мой ремешочек. Вот Димас. Димас вот. О, вот стюардесса прошла. Красавица, куколка, просто. Че, ребят, на самом деле, я так понял, все хорошо. Самолет исправен, моторы работают. Просто, сука, разгоняется так медленно, вот и все. Ну вообще, за все свое детство ни разу не был на такой высокой высоте. Наверное, не видно уже, поэтому, ребята, запишу позже. Запишу позже, пока. Нет, до встречи.